Ближе к ним не подойти. Этих бродяг взрослые стараются обходить стороной. Отпускать детей одних на прогулку во дворе Восстания 101 вообще не принято. До 15 штук стаи терроризируют третий год населения здесь. Живут здесь вот на вот этой площадке строительной. Ну, постоянно лают, их тут целая куча. Бродячих прям? Да. А сколько, на ваш взгляд, примерно? Ну, штук 15, наверное, точно есть. А Розалия Мустафина называет себя жертвой бродячих псов. По пути домой на нее набросились две собаки. Спасла только зимняя одежда. Все, содрали бы этот, ноги без ног осталось бы я. Вас Вообще. укусило, получается? Вообще пальто, оно вообще разорвали, вообще. Если бы пальто не было бы, у меня вообще без ног осталось бы я. Жители не раз обращались в службы отлова. Животных забирают, вакцинируют, чипируют и возвращают. Все эти желтые чипы как раз свидетельство тому. Отловом собак в столице занимается только одна компания. Выезжает по заявкам жителей по телефону и по жалобам в народный контроль. В прошлом году отловлено 17 тысяч собак и кошек. Всем им сделаны прививки. Организовано более 300 выездов ветеринарных специалистов в жилые массивы для проведения профилактических мероприятий, вакцинации, обработок, дезинфекций. В зонах обитания диких плотоядных животных осуществлена раскладка 16 тысяч доз вакцин. И хотя провакцинировано на 1500 животных больше, чем в 2019 году, проблема это полностью не решает. Привитые животные, конечно, не передадут человеку бешенство, но вот покусать могут. Вот один из ярких примеров. Мужчина бросается навстречу бродячим псам, чтобы спасти ребенка на площадке. Много, 5-6 собак диких, которые вот подкармливают, кто-то приучает. Поэтому и с детьми жалко. В это же время прокуратура говорит о многочисленных нарушениях в приюте той самой единственной компании «Зооцентр», которая занимается отловом в Казани. Приют не соответствует нормам. Журналистам туда вход вообще под запретом по непонятным причинам. Ведомство внесло в адрес директора представления о незамедлительном устранении всех нарушений и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Еще летом Госсовет поддержал идею создания приютов для животных на условиях государственно-частного партнерства. Депутаты тогда отметили, что в республике нет ни одного приюта для животных, который соответствовал бы требованиям федерального законодательства. Но пока дальше инициативы дело не пошло. Салават Мухаммадуллин, Адель Миндубаев, ТНВ. Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.